У новым прыёмным аддзяленні ўжо прымаюць пацыентаў, а іх за дзень можа быць да сотні чалавек. І большасць мае патрэбу ў экстраннай шпіталізацыі. Неабходнасць у такой пабудове адчувалі даўно. Стары прыёмны пакой быў цесным. Шмат нязручнасцяў і хворым, і вадзіцелям, і пешаходам дастаўляў пад'езд з вуліцы Ленина. Уже в сегодняшних современных условиях должны быть и современные подходы к самой технологии оказания первой необходимой помощи. И то приемное отделение, которое было, оно 80 квадратных метров, 6 всего кабинетов, конечно, не для пациента и не для медицинских работников, это уже прошлый век, понимаете, это было невозможно работать. Сегодня здесь 400 квадратных метров, 20 кабинетов. Новый объект побудовали за год. Зараз чекаецца пастаўка нового абсталявання, у тым ліку и высокотехнологичного КТ и МРТ. Более современного, более нового оборудования, выше диагностической способности, их выше разрешающая способность. С его помощью можно распознать более тонкую, более, скажем так, спрятанную от глаз патологию. Это будут видеоэндоскопы, видеоколоноскопы. Это будет УЗИ-аппарат экспертного класса, плюс новое лабораторное оборудование. Кошт будаўніцтва і новага абсталявання каля 7 мільёнаў рублёў. Заказчик объекта – Брестское городское управление капитального будаўніцтва. Генподрядчик – приватная будаўнічая компания «Продом». Больница еще отличается от других объектов, что здесь всегда очень много инженерных решений. Работы по первой очереди закончены. Сделана работа на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. При этом Продом сработал и сэкономил средства, которые пойдут на вторую очередь. Між тым, удосконаление базы медицинских установ у регионе протягивается. Этот процесс, он постоянный, поэтому мы продолжаем строительство. Вы знаете, детская областная больница, пищеблок, значит, заканчиваем 99%. Мы переоборудуем детский сад, хоспис, это в городе Бресте, также в Высоком. Мы же сделали, значит, и поликлинику, и больницы отремонтировали, отреставрировали, перепрофилирование сделали. Кроме этого, в областной больнице также у нас подготовлено под установку и резонансного томографа, и другого оборудования, объекты. Дыагностычныя лячэбныя меры у тым ліку даюць і вынікі. Брэсцкая вобласць адзіная ў рэспубліцы, дзе адзначаецца устойлівае зніжэнне смяротнасці. В целом смертность, она самая низкая у нас по республике. 13 случаев на 1000 человек. Это хороший показатель. То, что касается рождаемости, как обычно, Брестская область, она в передовиках находится в этом плане. У нас рождаемость довольно высокая. Поэтому мы лидирующее положение занимаем. 11 коэффициент на 1000 жителей области. Он хороший, лучше, чем по республике. Но у Брестской больницы хуткай дапамогі работы працягваюцца. Вынікам другой чаргі будаўніцтва побач з прыёмным аддзяленнем размесціцца адміністрацыйна-гаспадарчы блок. Па завяршэнні будзе пабудаваны і новы заезд з вуліцы Камуністычнай. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».